Добрый день. Башкирский историко-культурный центр Тимясова вам предлагает онлайн-рассказ о истории возникновения казачьего мундира. В 1798 году в Башкортостане была введена кантонная система, и башкиры были переведены в казачье сословие. Но прежде чем приступить к основному вопросу, я хочу рассказать легенду о возникновении казачьего мундира. Когда-то царь за добрую службу казакам пожаловал сукно синего цвета и красного цвета. Но казаки братья, они братья по оружию, равные, и поэтому в казачьем кругу решили поровну разделить сукно и шить казачий мундир. Синего сукна было много, хватило и на мундир, и на шаровар, а вот красного сукна в то время было дорогое, возможно, и царь божадничал, всем пришлось вот такой по полосочке, да, и тогда в казачьем кругу также казаки решили пришить вот эту красную полосочку, куда, вы думаете, шароваром. Вот так появляется в истории военного мундирования лампаса. Если вы увидите военного человека лампасами, то это либо казак, либо генерал. Ну а теперь основная тема. Эпоху наполеоновских войн, когда Наполеон напал на Россию, башкиры представили 25 полков. Из 25 полков 5 полков были регулярные. 1, 2, 3, 4 башкирские полки, они относились к регулярным войскам, а остальные составили иррегулярную войско. И поэтому они были одеты в свои национальные одежды. Вот вы видите, я одет в полную форму, военный мундир, казачий мундир первого башкирского конного полка. Но, естественно, в ходе битвы, сражения появляется казачий мундир элементами, национальными элементами. То есть, во-первых, вот начнем с головы, да, вы видите колпак специальными вырезами. Это не просто так, а для того, чтобы в ходе сражения закрыть глаза от солнца, защищать от солнца. Посмотрите, вот, чтобы глаза солнце не ударило, или дождь, и так и далее. Именно эти вырезы именно предназначались для этого. Также при стрельбе из лука обычно тетива сильно бьет по рукам, да, ведь этому месту. Поэтому башкиры привязывали сюда вот такие лоскутики, как крага защитные с обоих рук. То есть башкиры, они стреляли с двумя руками, и с правой, и с левой. Также вы видите, я одет такие сапоги, завернутые вверх носком, да, ведь. Почему? Потому что это не восточная мода, а военная необходимость. Когда башкиры на ходу собирали свои стрелы, они обычно отпускали свою ногу, и вот это стремя, то есть стремя держалось на этом месте, на изгибе носков. Также я по себе знаю, когда нога сильно устает, когда люди становятся на землю, давят, ноги задевают усталую ногу задевает любую камень, ветку и так и далее. А эти сапоги, как лыжи, просто скользят и очень удобные. Также башкиры в своем вооружении имели казачьи сабли. Также особенно башкиры любили огнестрельное ложе пистолета. Вот это макет пистолета. Макет не стреляющий, ничего такого нету. Вот. Я его сделал сам, и они очень любили использовать вот такие огнестрельные оружия. Для реконструкторов, для историков реконструкция оригиналом является вот картина Орловская. Кстати, хочу сказать, что башкир-яугиров, северных Амура, любили рисовать и зарубежные, и российские художники. Вот картина Орловского, башкир, является для нас оригиналом. По ней мы воссоздаем наши мундиры. Вы обратите внимание, что башкирский казак привязал себе галстук. Вот на мне тоже галстук. Это показывает, что я представитель легкой кавалерии. Это знак различия, так скажем. Я не пехотинец. И это одно, а другое предназначение этого платка, когда скачут, скажем, 100 лошадей, да, ведь 500 лошадей на скаку, они поднимают такую пыль, грязь, и поэтому они, башкиры, и как и другие, они закрывали свой нос и рот, чтобы не попадала грязь. И чтобы не ограничить себя
боевых возможностях именно привязывали вот такие платки. Но позже платки они дарили своим женам, сестрам, дочерям, и появляется такое понятие французский платок. Но об этом мы поговорим в следующем рассказе. Спасибо за внимание. Честь имею. Казак 1-го башкирского конного полка Мажитов Айдар